Приветствую вас, мои зрители. Рад приветствовать на своем проекте «Города СССР». Это мой не первый проект, я уже снял несколько фильмов. Я начал свою историю цикла с города Воткинска, потому что там прошла большая часть моей юности и детства. Сейчас вот я приступаю к фильму про Ижевск. Почему про Ижевск? Не про Москву, не про Казань, хотя я в Казани жил. Вот недавно вернулся с Москвы обратно в Ижевск, потому что в Ижевске у меня, наверное, самый сильный спектр эмоций, который подарил мне этот город. Вот, потому что здесь я уже пробовал себя как личность зрелая. Я переехал сюда один, поступил в аспирантуру, начал трудовую карьеру, научную карьеру. Вот, у меня кандидатская степень, которую я получил в Ижевском государственном техническом университете. Здесь я стал как фотограф, достаточно известным фотографом был в свое время. Можете зайти в кинотеатр России и увидеть мои фотоработы, и там даже остался мой автограф. Для меня Ижевск близок тем, что я стал как личность, то есть у меня сейчас достаточно большая серьезная компания. Мы занимаемся цифровыми двойниками, расчетами, проектированием. Инженеринговая компания в атомной энергетике. Сюда я вернулся почему? Потому что, видимо, воспоминания нахлынули. Здесь у меня много родни, родственных связей дружеских. Мне здесь тепло, душевно. И надо снять про это фильм, рассказать о том, как здесь хорошо и почему хорошо. Да, он еще требует доработки, наверное, требует ухода и любви. Но я хочу показать, что он достоин любви, достоин кузницей, наверное, кадров. Для меня этот город – это город, способный раскрыть твой потенциал по максимуму. Это город для глубокой работы над собой. Наверное, вот так вот. Да, Москва меня реализовала на 100%. Я за год узнал больше, чем за 8 лет жизни в Ижевске. А здесь в совокупности я уже проживаю 10 лет. 8 лет до Москвы, после Москвы 2 года, уже 3-й год пошел. И что хотел бы сказать, что здесь классные люди, здесь можно стать как личность. То есть я верю в потенциал ижевчан. Я знаю, на что они способны. Вот. И я вкладываюсь в этот город, насколько могу. Поддерживаю пару детских домов, даже, наверное, не пару, побольше. Вот. Мероприятия, конкурсы провожу, иногда посещаю эти мероприятия. Построил йога-студию. Вот, мы там собираемся на ретритики, мероприятия. Мы играем в театре. Город подарил мне возможность играть в театре. Классные роли, мне нравится. Классный театральный коллектив, ребят уважаю. Марина Самсонова, классный режиссер. С ней приятно работать, она нами командует. Молодая, она командует взрослыми 45-летними мужиками. Туда-сюда раздает задания, мы их выполняем. И я кайфую от этого. Я кайфую от людей, от талантливых людей здесь. Мне здесь хорошо. Я об этом хочу рассказать в своем фильме. Надеюсь, вам будет интересно. Приятного просмотра. Ижевск – это, конечно же, мой любимый город, и про него хочется рассказать прямо вот со всей душой. Вообще, первые поселения на территории нашего города, они появились еще в 3-4 веке. Это было 2 городища, одно Карлутское, а второе на Вшивой горке. Вот если посмотреть в ту сторону, через 600 метров мы с вами его увидим. Горка раньше называлась Швивая, и там жили швеи, которые занимались пошивом кафтанов и царского сукна, которое приходило из Петербурга. Ну, так уж вышло, что ижевчане – это народ у нас очень языкастый, поэтому Швивая достаточно быстро трансформировалась во Вшивую. Так вот, если бы мы были такими же хитрыми, как наши соседи в Казани, мы бы сказали: ребята, нам 1000 лет, дайте нам деньги, мы сейчас тут все сделаем. Но люди мы здесь скромные. История нашего города начинается только в 1760 году.
Был такой граф Шувалов, фаворит Елизаветы Петровны. На очень выгодных условиях он получает собственность все горно-благодатские заводы на Урале, плюс беспроцентные кредиты на 20 лет, и еще казна оплачивала расходы завода в течение первого года работы. Очень удобно устроился, но за это обязался построить 3 новых завода. 3 не построил, построил только 2 – Воткинский и Ижевский. За близость к Камы они получили название Камских. И вот сюда приезжает наш первый архитектор Алексей Москвин. Он видит здесь маленькую речушку Иж и густые леса. В чем было преимущество строительства заводов здесь? Дело в том, что для топки печей нам нужно было большое количество дерева. Так вот, на Урале это дерево было уже вырублено, и было намного проще везти чугунные болванки сюда, чем дрова везти в обратную сторону. Москвин докладывает, что место такое найдено, а Шувалову Шувалов дает добро, и с разрешения Сената от 10 апреля 1760 у нас основывается железоделательный завод. Сюда пригоняют кучу приписных крестьян, которые рубят лес, пни оставляют прямо здесь, бревна складывают на этом берегу и сооружают плотину, который создает подпор реки Иж. И в дальнейшем здесь уже возводится железоделательный завод. Но добавим интриги. Дело в том, что земли эти прежде, центральной и южной Удмуртии, они когда-то принадлежали Казанскому ханству. После падения Казани Иван Грозный дарует эти земли князьям Яушевым, которые перепродают татарскому Мурзе, который в православном крещении был Алексей Иванович Штефлев, основатель Челябинска. Так вот, он был генералом, переводчиком при коллегии иностранных дел, но генерал из него был никудышный, потому как он профукал, когда граф Шувалов захватил эти земли и построил здесь завод. Узнал он об этом только через 3 года, когда завод открывали, топал ногами, махал руками, да как же так, на его земле завод построили. Требовалось снести, но шутка ли в 18 веке заводы сносить. Он начинает рыться в петербургских архивах, пытаясь найти документы, которые бы подтверждали право владения данной землей, но в архивах эти документы уже мистическим образом исчезли, а приближенные графа обзавелись лжесвидетельствами и подкупили крестьян, которые на суде вот с такими честнейшими глазами клялись, что земли эти прежде до граф Шувалова никому не принадлежали. Но все-таки казна это компенсировала, но тем не менее 6 лет упорно отпирались. Завод продолжил работать, но спокойно у нас здесь было недолго. В 1774 году сюда приходит Емельян Пугачев со своими повстанцами. 2 дня они у нас сидят в городе, казнят заводского полковника Венцеля и разрушают фабрику. Хотели и плотину разрушить, но торопились брать Казань. Там у Пугачева семья в тюрьме сидела, чтобы доказать его простое происхождение. И, в общем-то, они отсюда уходят. Ну, а завод было не так сложно восстановить, плотина уцелела, пруд стоял на месте, поэтому все восстановили. Ну а почему же Ижевск такой большой? Это связано уже со 2-й страницей истории, и сейчас мы выведем на арену 2 главных наших городских героев. Сейчас был в Башкирии, там такая же история, заводы строились, но башкиры сумели отстоять свои земли вооруженным-невооруженным путем. Там было построено только, по-моему, 3 завода. Он не превратился в такой промышленный край, он остался аграрным краем. Единственное, что запретили, это выпас животных, переделали их в аграрную страну. Но вот почему Емельян Пугачев пошел в Башкирию, Салават Юлаев там появился, это именно был тотальный протест башкир против использования их земель под промышленные нужды и запрет на выпас скота в вольные хлеба. То есть, как они жили кочевым путем? Они жили в городе, в той же Уфе, потом на лето они ставили табор или уходили и вот выпасывали животных. Это запретили им делать, поэтому Пугачевское восстание получило такую мощную поддержку. Но в отличие от Пугачева, Салавата Юлаева не казнили. Он был настолько популярным героем, его пытались тронуть, он еще 25 лет жил на территории современной, у нас Латвии, по-моему, если не ошибаюсь, и вот умер своей смертью, а его дети были проданы в крепостное рабство. А в Удмуртии странно, в Удмуртии просто были народности, были же удмурты, и башкиры, по-моему, немножко хазары, и татары, и даже вагулы, по-моему, были. Вот. Почему здесь так не произошло? Почему здесь восстания не было? Ну, это такой вопрос. Но Пугачева здесь поддержали. То есть люди с радостью перемкнули на его сторону, потому что он даровал свободу, потому что крестьян тех же заставляли работать на заводах, строить эти плотины, строить наши заводы. Поэтому здесь он очень хорошо подкрепил свое войско, что на Воткинском заводе, что на Ижевском заводе. И уже с амуницией и вооруженными людьми он отправился в сторону Елабуги на Казань. Ну вот насколько я знаю по экскурсии в
тут же была выставка еще там в 2008-2009 году. И вот по Уфимским даже краеведческим музеям, судя. Заводчане, работавшие на заводе, не получали зарплаты, они были крепостные. И более того, они должны были сами себе добывать корм. То есть они 8 часов работали, 12 на заводе, а летом они должны были еще заниматься в свободное время своим сельским хозяйством, чтобы хоть как-то выжить. Понятно, что все были недовольны. Плюс продолжительность жизни на заводе, насколько я знаю, была там 36 лет, смертность детская достигала 50%, и, в общем, да, недовольны. Ну, наши рабочие, да, всегда жили приусадебным хозяйством. То есть у нас у избы обязательно был свой огород, свой ледник, своя банька, амбарчик. И вот как раз не только занимались огородничеством, но и рыбу в Ижевском пруду ловили. Ну, я что-то подозреваю, что после восстания Емельяна Пугачева рабочим стали и платить зарплату, и, насколько я знаю, отправляли учиться в Питер. И, в общем-то, ижевские рабочие, воткинские рабочие были очень зажиточным классом и даже жили лучше, чем их питерские коллеги. Ну, это совершенно верно. Да, приусадебное хозяйство, были свои мини-кузницы частные, какие-то фабрики, и ижевский люд, в общем-то, рабочий был обеспечен. Оружие нужно было всегда и в больших количествах, поэтому они Да, жили у нас здесь люди неплохо. неплохо. В 1972 году в честь добровольного вхождения Удмуртии в состав русского государства у нас здесь на площади Дружбы народов установили вот такой величественный монумент высотой 46 метров. Скульптор Бурганов, архитектор Тапуридзе. И мы сами видим две стелы, которые символизируют Россию и Удмуртию. Мы сами видим три горельефа. Нижний – это кузнец, символ нашей мощи. Средний уровень – это солдаты, которые стояли на защите рубежей нашего государства во время войн. И вверху мы сами видим две девушки. Находится русская и удмуртка. И вот эти два пилона – это Удмуртия и Россия, символизируют собой русских и удмуртов, которые бок о бок идет всю эту историю. Вы можете увидеть здесь очень такой яркий контраст. Это настоящее сусальное золото, которое наносилось прямо здесь, с павильона, который охраняла милиция. Наши чиновники долго сомневались, хороший монумент для этого места или нет, поэтому дали задание художникам нарисовать полноразмерное полотно, затем вертолетом поднимали и после того, как оценили монументальность, дали добро. Но вообще это место у нас считается местом силы. Говорят, что если у вас сложная в жизни ситуация, нужно прийти сюда, стать спиной к монументу, лицом к пруду, мысленно трижды повторить вопрос, и ответ вам придет. Один раз спробовал, все получилось. Что? Работает, вот. Динера знает, все работает. И здесь перед нами герб нашего города. Он состоит из трех основных элементов. Это стрела, символ нашего оружейного завода, клещи, символ железоделательного завода, и рябина, официальный символ нашего города. У нас так много растет рябины, что в былые времена ижевчан даже называли рябинниками. И по один год в открытом саду, в общественном пространстве, мы даже варили рябиновое варенье. И там сейчас еще родник подснимем. Все, пошли дальше. Удмуртия у нас край родниковый, и у нас практически все родники на территории Ижевска имеют свои имена. Вот этот родник вы никогда не догадаетесь, как называется. Называется он родник имени Стива Джобса. Он так и называется, iSteve. У нас есть такая организация «Культпросвет», которая занималась тем, что приглашал в наш город именитых академиков, профессоров, и у них же есть такая почетная номинация, как почетный удмурт, которую не вручали людям, которые не являются этническими удмуртами, но чего-то в этом мире достигли. Когда-то эту награду получил Юрий Гагарин, Эльберт Эйнштейн, Стиву Джобсу дали, и в честь него назвали родник. Тут было яблочко такое откусанное, прилеплено, но поклонники Apple себе его быстро оторвали. Помните, что на пике популярности у нас был Жерар Депардье, ему дали квартиру в Грозном, предложили пост министра культуры Мордовии, и наши в это время еще хотели дать почетного удмурта. А потом подумали, как почетный удмурт может быть министром культуры Мордовии. А потом решили, что может почетным удмуртом, а по нечетным министром культуры Мордовии. Но Жерар Депардье слился, поэтому точно неизвестно, получил он это название или таки нет. Удмуртия – это родниковый край, да? Думаю, как вода тебе на вкус? Слушай, хорошая вода, да. Вкусно? Рекомендуешь? Ну, машинным маслом не пахнет, несмотря на контраст.
Ну а сейчас перед вами самый большой в Европе пруд. Площадь водного зеркала 24 квадратных километра, а расстояние от плотины до верхнего микрорайона Волжска 13 километров. Пруд у нас делится на 3 шири. Самая большая, вторая ширь, она находится у нас за мысом. Второе дыхание нашему городу подарил Андрей Федорович Дерябин, основатель нашего Ижевского оружейного завода. И именно благодаря его стараниям здесь у нас построили оружейный завод, который был главной кузницей нашего оружия на протяжении целых 2 веков. И также наш второй городской архитектор – это Семен Емельянович Дудин, который был учеником Андриана Захарова и заложил в основу нашего Ижевска петербургскую планировку. Но к петербургским параллелям мы с вами еще вернемся чуть позже. Да, я всегда знал, что Ижевск похож на Питер, когда делаешь фотосессии в каких-то местах. Прямо вот этот вот заводик, часть двориков с задней части, где сталинские дома на Пушкинске, прямо реально Питер-Питер. И вот мы с Динерой недавно завтракали на, получается, собор Невского. Так. И прямо такое ощущение, что с кофе 7 это точно в Питере. Действительно, потому что Александр Невский собор был разработан изначально для Кронштадта. И почему-то я его видел в столице Болгарии, в Софии, один в один, и он называется тоже собор Невского. Да. И он один в один с точной копией нашего собора Ижевска. Но это вот будет интересно узнать, что собор в Софии главный, причем собор в Софии, в столице Болгарии, вот он похож. Надо обязательно съездить и проверить. А вот когда набережную стали бетонировать, я так понимаю, Получается, вот это вот расширение у нас идет 2010 года. И вот уже несколько лет ведут разговоры о том, что ту часть тоже необходимо реконструировать. И вот 20 июня у нас должен состояться конкурс. И одно из самых интересных сооружений на нашей набережной – это пиво-медоваренный завод сарапульского купца Ивана Ивановича Бодолева. Надо сказать, что первый заводик здесь был построен в 1869 году, и он еще тогда был деревянный. А немножко позднее он уже построил в кирпиче. Построил он его не на пустом месте, а на ключевой воде. Именно здесь когда-то пугачевцы зарубили полковника Венцеля. И построил он его очень хитрым образом. Он подрылся в эту самую гору к Генеральскому дому и также еще ловил сплавины. Это большие такие куски с деревьями, которые плыли с верховьев пруда. Он их на лодочке, в общем-то, буксировал, прибивал и сколотил здесь Бодолевский мыс, который, в общем-то, на картах не значился артиллерийского ведомства. Но Дудин, наш второй городской архитектор, о нем, конечно же, знал и так и на своей карте подписал. Мы даже можем рассмотреть вот эту карту нашего города. Вот как раз находится наш Бодолевский мыс, на котором построен пивоваренный завод. получается вот эта вот часть. Нет, вот это это вот. вот, хвостик тут. Вот это. Да, это уже другой, это Осинов мыс, он вот за ТЭЦ у нас находится. Отлично. И здесь Бодолев варил 40 сортов пива: кабинетное, венское, пильзенское, мюнхенское, экспортное. Но самым ценным его сортом был портер. Оно считалось лечебным, так как в его составе был алоэ и мед. Врачи прописывали пить от разных недугов: теплым, холодным, горячим, с молоком и сливками. Уж не знаю, как это было на вкус, но рецепты такие были. Надо их возрождать, мне кажется. Кстати говоря, в Сарапуле говорят, что восстановили исторический рецепт пива портер. Но, вот, к сожалению, в 19 веке я не жил, поэтому не могу сказать, насколько этот рецепт он достоверный. Ну, отлично. А вот здание, где сейчас находится музей города Ижевска, там находилось что? Да, это Генеральский дом, дом номер 1 в нашем городе. У нас всегда было военное поселение, у нас никогда не было городничих. Всеми нашими заводами управлял генерал. Но не все сразу были генералами, были чины пониже. Но они все квартировались с 1857 вот в этом вот казенном доме. Ну и, разумеется, в этом доме были все первые лица, которые посещали наш славный город. Отлично. Ну вот это единственное сохранились строение, получается, гостиница от Панамарин? Панамара. Панорама. Панорама. Гостиница «Панорама», да. То есть она была построена в 50-е годы, но она вобрала в себя здание механического училища 1929 года. Пивоваренный завод и Генеральский дом. Все, и больше ничего, как на набережной не было. На этой части вот не сохранилось, да. Но самая главная наша достопримечательность — это главный корпус Ижевского оружейного завода, куда мы с вами и направляемся.
Вот, я много раз видел в Новосибирске, в Уфе такие арт-зоны, классные площадки, где в промышленных каких-то бывших фабриках 19 века, особенно в Москве в Артплее и на винзаводе реализовано, делали какие арт-объекты классные, туда стало центром сбора молодежи, и там проходит фестивали, выставки, и даже есть клубы, кафе, ресторанчики. Вот я хотел бы попросить, чтобы ты рассказал про этот объект, какие планы на него, потому что он бы идеально вписался там, в концепцию арт-квадрата или какого-нибудь другого такого заведения. Да, я тоже очень люблю такие места, и когда еду в какой-то город, всегда узнаю, есть ли что-то похожее, куда тоже можно зайти и прикоснуться к творчеству. В советское время здесь был индустриальный техникум, были мастерские. И вот здание очень давно у нас, уже около 13 лет пустует. Но в августе прошлого года состоялись торги. Начальная цена аукциона была 29 миллионов, в итоге продали за 51. И здесь будет досуговый центр для горожан и гостей нашего города. Полная концепция пока неизвестна, нам ее не рассказали, но какая-то работа уже сейчас ведется. Вырубили деревья, сейчас вот из окон выбрасывают различный мусор, то есть дело все-таки сдвинулось. И мы ждем, что здесь действительно появится какой-то хороший досуговый центр для горожан и гостей нашего города. Вот интересно, хватит ли площадей для какого-то масштаба, потому что город у нас достаточно большой, арт-объектов нету, и вот под концепцию, не знаю, но надеюсь, у них все получится, то есть либо какой-то дострой сделают, либо как-то оптимизируют. Я думаю, места хватит. Главное, чтобы люди были и приходили. Ну, не, обязательно будут приходить. Люди любят отдыхать, любят что-то необычное. И когда появляется благоустроенная территория, возьмем даже нашу площадь, и люди начали гулять. Сделали классную площадь, и теперь это центр сбора, и люди с удовольствием гуляют по набережной. Монтировали набережную, привели в порядок, и люди потянулись. Все, уже будем ждать от них каких-то классных решений, чтобы нас порадовали. А это, Рустем, наши солнечные часы, которые показывают нам наше местное время, независимо от того, крутим мы стрелки на Москву или нет. Если нет с собой часов, приходи на набережную, обязательно узнаешь. Давай проверим, как они у нас работают. Нужно встать в самый центр, нашу солярную звезду, спиной к солнцу, и поднять левую руку вверх. Вот, и время у нас, ближе к 6. Давайте проверим. И время как раз без 10:06. Работают? Отлично, погрешность прям минимальная. Главное... А как вы поняли, что ближе к 6-то? Вот же 6. Вот же 6. Вот 18:00. Вон там. 18. Да. 18:00. Да. Солнце будет там Вот. 6. Ну, работают, да. Работают. И здесь перед нами наша прекрасная полуротонда. Ей в этом году исполняется 89 лет. Прежде до нее здесь стояла советская, деревянная. Очень ее любили горожане, но она обветшала. В 2010 году ее перестроили. Примечательно, что у ротонды есть сестра-близняшка. И она находится в Ессентуках. Но наша лучше благодаря хорошим видам на пруд. В Ессентуках она в курортном парке смотрит на лес. Ну, да простят меня жители Ярославля, но в Ярославле, мне кажется, вот точно... Нет, она другая. Там у них ротонда, а у нас полуротонда. Ну и да. она шире у нас. Вот. Шире? Шире, она больше у нас, прям больше. Тогда да, внимательнее надо быть. Рустем, у нас хорошие новости. Несмотря на то, что Генеральский дом у нас сейчас в плачевном положении, дело все-таки сдвинулось. Один из бывших наших мэров, Денис Агашин, у нас меценат, взял его в долгосрочную аренду и сказал, что приведет его в порядок. В прошлом году был разработан фирменный стиль, и как раз в канун Дня города, 11 июня, будет презентация концепции будущего Генеральского дома. Что здесь будет, мы скоро тоже узнаем. Ну здорово, мне нравится, когда вообще есть что-то в едином стиле. Вот этого не хватает, наверное, не только Ижевску, но и многим городам. Будет замечательно, если здесь вот так выстроится такая красивая пешеходная арт-зона, по которой можно будет погулять. Единственное, что будет с музеем города Ижевска? Музей города Ижевска обязательно останется. В этом нас заверил Денис Агашин. Ну тогда отлично. Ну а сейчас мы находимся перед самым важным в нашем городе зданием. Это первое в России многоэтажное производственное здание. Оно задумалось Дерябиным совместно с Дудиным, нашим вторым архитектором.
А Дерябин продумал весь технологический цикл, когда оружие с грубых заготовок поднималось все выше и выше, и уже с верхних этажей выходило готовое оружие. А Дудин прорабатывал весь наш стиль русский классицизм. Здание на самом деле четырехэтажное. Мы сейчас с вами видим только третий и четвертый этаж, потому что сейчас мы с вами стоим на теле плотины. Наверху мы с вами видим нашу главную башню, мы ее так и называем, главная башня. И венчает ее триумфальная колонна, которая давит на французские знамена. Когда-то на триумфальной колонне стоял двуглавый орел. Это был символ победы над Наполеоном. Но в 1830-е годы наш корпус очень сильно горел, а местные власти даже хотели его сносить, но вмешался император, который сказал нет, восстановить по историческим чертежам. А вот эти часы установили два немецких мастера. В настоящее время верхняя часть башни, она у нас реконструируется. В день города мы должны будем уже показать народу триумфальную колонну и услышать бой часов. Но у здания очень интересная перспектива. В прошлом году в октябре состоялись городские мастерские. Активные горожане могли принять участие. И у нас было три группы. Первая — это музейщики, которые прорабатывали концепцию будущего музея. То есть здесь будет музей рекордов Удмуртии. Будет здесь еще и рестораны, коворкинги, галереи. Будет театральная сцена, потому что когда-то здесь был театр. Вторая группа — это графические дизайнеры, которые прорабатывали графический стиль реконструкции. И третья группа — это уже моя, это были активаторы. Мы придумывали, что сделать во внутреннем дворе главного корпуса, как задействовать нашу плотину, потому что вот сейчас видишь, что она пустая. И вот мы придумали, что надо проводить гастрофестивали, какие-то ярмарки, чтобы горожане, они приходили уже сейчас и вживались, как-то понимали, что это неотъемлемая часть нашего города. То есть в этом году мы ждем эскизный проект, в следующем году рабочий, и 3 года будет на реконструкцию. То есть, я, насколько понимаю, это здание отдадут городу. Да. Здесь можно будет посещать выставки, что-то делать. Да. И это будет часть арт-зоны. Здорово. Совершенно верно. Я прямо жду, не дождусь, когда это случится. Но на самом деле, да, нам не хватает на набережной каких-то, ну, кроме кафе и ресторанов, чего-то смыслового наполнения. Набережная есть, она красивая, она имеет перспективы. Но пока она только прогулочная, не так здесь интересно. Согласен, что идея хорошая. А часы прямо вот они оригинальные, они 1800? Они оригинальные, да, совершенно верно. 200 лет. 200 лет. Детали все оригинальные, их недавно вымочили в керосине, все протерли. И часы скоро должны запустить. Так что снова скоро будут работать, и горожане, и гости нашего города будут вновь узнавать время по часам 19 века. Производством железа, оружием занимались Строгановы и Демидовы. И вот у них осталось после их наследия, это, по-моему, Казанский собор, не знаю, не буду брать Исаакиевский собор, на их деньги строился или нет. А здесь только вот граф, не купец. Почему так? И как это вышло? Ну, чуть-чуть не дошли Строгановы и Демидовы до нашего города. Ну, а почему граф Шувалов? Дело в том, что на выгодных условиях он получает собственность все горно-благодатские заводы на Урале, плюс беспроцентные кредиты на 20 лет, и еще казна оплачивала расходы завода в течение первого года работы. Поэтому, в общем-то, здесь он и у нас обосновался, потому что обязан был построить 3 новых завода. 3 не построил, построил только 2. Воткинский и Ижевский. За близость Камы они получили название камских. Ну а здесь очень важное лицо для нашего города. Это как раз Андрей Федорович Дерябин, наш обербергаутман 4 класса. Такой горный чин носил он у нас. Слепил этот памятник скульптор-самоучка Иван Ситников на деньги, которые собрали оружейники по копеечке с рубля. И установили в 1907 году. Большевики тоже хотели его в пруд столкнуть, но наши заступились, сказали нет, сами деньги собирали, отстояли. Но по одной из легенд орла все-таки спилили и утопили его в пруду, как символ царской власти. До сих пор не нашли. Может, кто-нибудь займется? Может быть. Я думаю, если будем чистить первую ширь нашего пруда, здесь можно будет открыть музей Ижевского пруда. Чего только не найдем. Вообще идея такая, почистить пруд, приспустить его и почистить хотя бы донное отложение по берегам. Это была бы классная идея. Мне кажется, это окупилось только по находкам, которые мы... Ну, это да, ценных здесь вещей много. Ну, особенно при оружейном заводе. Я думаю, какая-нибудь казна там валяется. Может быть. Кстати, замки вешают.
Да, сюда всегда приезжают свадьбы. И, кстати, День города 12 июня у нас начинается именно здесь, в 9:00 с возложения цветов Дерябину. Отлично. Сейчас мы находимся в самом сердце нашего города, площадь оружейников. И здесь стоит памятник нашим ижевским оружейникам. Они в зеленых кафтанах, черных цилиндрах, царской тростью, золотыми галунами. Это был наградной комплект, который получали наши оружейники за особые заслуги. Указ о награждении подписывал лично император, и сукно брали из его кабинета императорского величества. А здесь одно из старейших в нашем городе зданий. Это здание денежной кладовой или гауптвахты. Когда была денежная кладовая, крыша еще была дерновая. Позднее сделали гауптвахту, где держали провинившихся рабочих. А сейчас это музей Ижмаша, где представлены наши первые мотоциклы, образцы оружия. Здорово. А сколько людей было удостоено этого кафтана из оружейников? Вообще сколько? В районе около 6 сотен. Но был такой нюанс. Некоторые оружейники получали кафтан за особые заслуги повторно. То есть можно было получить и медаль, а можно было взять комплект кафтана. То есть почетных оружейников было несколько меньше. Ну, я так понимаю, это казначейство. Сюда поступали деньги с продажи оружия. Так. И здесь, получается, казна была всего города или только казна? Завода. Ну, у нас город-завод был, поэтому это было все едино. Вот, то есть у нас разделение, оно уже было только в 20 веке. То есть это все было городское, заводское такое поселение. И вот они, главные наши отголоски Петербурга. За нашей спиной сейчас находится Михайловский столб. Мы сами знаем, что на Дворцовой площади Петербурга Александрский в честь младшего брата Михаила Павловича Романова, который заведовал всем военным ведомством. Но, правда, столб был другой. Он был чугунный, на треть выше. Здесь Дудиным вообще была реализована уникальная триада. На одну ось он у нас насадил собор Невского, это было за веру, за царя Михайловский столб и главный корпус Ижевского оружейного завода с триумфальной колонной. Таких триад больше нигде не было. Но в советское время все испортили, колонну снесли, сквер вырубили и построили клуб Октябрьской революции, которые позднее перестроили во дворец культуры Ижмаш. Но, к нашему счастью, колонну восстановили, но, правда, в усеченном виде. Была 29 метров, стало около 19. Была из чугуна и стала из гранита. И ангела развернули. Ну, чего он сейчас, гримерку заглядывать, что ли, будет? Вот сейчас смотрит на завод. Отлично. Не, ну 10 метров, я сейчас представил, 10 метров сверху, это прямо внушительно. Монументально, прямо, да. Да, вот она бы смотрелась. Жаль, Да. жаль, что имеем, не ценим. Да. Сейчас за нашей спиной находится собор Александра Невского. Прежде на этом месте стоял храм Ильи Пророка, но он сгорел во время Большого пожара 1810 года. А этот собор, он был спроектирован Захаровым для Кронштадта, но Дудин его доработал, при этом сохранил западноевропейский классицизм и традиционные петербургские цвета. Приезжал император в 1824 году, все проверил, остался довольным. Интересно, что в прошлом году наш собор отпраздновал свое 200-летие. Ну, отлично. Кстати, стоит отметить, что собор Невского есть в Софии. Он очень похож, если не точная копия нашего собора. И еще если сидеть в какой-нибудь из этих кофеин, в том же Кофе 7, то создается ощущение, что ты сидишь в Питере. Ну а сейчас мы с тобой находимся на самой торговой улице в былые времена, на улице Базарной. Здесь можно было купить все, что душе угодно. Владимирские сундуки, варшавские кровати, венские стулья, воблу в бочках, но черта только не купишь. Все первые этажи были торговые, они закрывались на ставни, но обрати внимание, наша главная изюминка – это дом торгово-промышленного товарищества Бодолева. Был построен в стиле модерн, но модерн, сам знаешь, стиль современный, и можно увидеть, что на первом этаже у него окна закрывались на жалюзи. Вот такая вот удивительная изюминка. Отлично. А мы находимся, кстати, около Удмуртского театра, немножко саморекламы. Здесь работает Марина Самсонова.
У нас есть небольшой молодежный театр роли. И у нас несколько раз были тут репетиции. Я до этого Удмуртский театр не посещал. Мне не были интересны их постановки. Но вот когда открыл для себя этот театр, и постановки понял, они очень глубокие. Мне казалось, там снимают сельскую жизнь, какую-то там бытовую. А оказывается, у них очень глубокий спектакль с очень глубоким философским смыслом. Вот как-то так. И да, для меня это улица, вот мы тут репетируем. Вот, в театр роли приходите. У нас хорошая постановка. Вот, группа ВКонтакте, театр роли. Немножко самореклама. Всегда вовремя. Сейчас мы находимся на Красной Горке. Свое название это место получило из-за своего рельефа. И за нашей спиной жемчужина нашего региона и Ижевска, собор Михаила Архангела. Вообще первый собор был здесь построен в 1897 году. Прежде на этом месте стояла далеко не одна церковь. Но в 1897 уже начали строить вот такой величественный собор по проекту нашего губернского архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина. Строили на деньги наших рабочих, по копеечке с рубля скидывали, помогали фабриканты, покупали кто-то иконостас, кто-то церковную утварь. И к столетию Ижевского оружейного завода в 1907 году при большом стечении народа собор был торжественно освящен. Но у собора очень печальная судьба. Когда пришли большевики, они не могли его терпеть, и, к сожалению, в 1937 году собор был варварски взорван. Кирпич отбирали очень качественно, заказывали партию, из этой партии брали несколько десятков и скидывали со второго этажа. Если ломался хоть один кирпич, браковали всю партию, поэтому неудивительно, что кирпича осталось очень много нового. На этом месте выросли деревья, образовался сквер. В дальнейшем хотели здесь построить театр, музей Калашникова, но в 1996 году выяснилось, что фундамент прекрасно сохранился, и было принято решение восстанавливать собор. Восстанавливали по фотографиям, чертежи не сохранились, по описаниям. И к 2007 году, к столетию собора, к 200-летию Ижевского оружейного завода, собор был торжественно освящен. На его восстановление ушло 3 250 000 кирпичей, в том числе формовых. Посмотри, какой шикарный русский стиль. Классное место. Единственное, что могу добавить, что, наверное, это была самая высокая точка в городе Ижевске, ее видно было с Сарапула. Ну, с Сарапула нет, конечно, ее было не видно, но в настоящее время видимость от города за 14 километров. То есть, если ехать Сарапульским трактом, то действительно видно очень далеко. Он до сих пор остается самой высокой точкой, получается. В границах 19 века, да, это самая высокая, получается, нет, не самая высокая, но в границах 19 века это была одна из самых высоких точек нашего города. За нашей спиной водонапорная башня 1915 года постройки, построена в стиле неоготики. В настоящее время ребята занимаются скалолазанием, а также, несмотря на свой немножечко так потертый вид, она является украшением нашего центра города. Да, здесь достопримечательностей. Старинных зданий у нас немного, вот сохранилось, 915 год. Угу. Здесь, мне кажется, неплохая какая-нибудь смотровая бы получилась площадка. Это, кстати, очень хорошая идея. Да. Либо, не знаю, музей открыть. Кстати, в свое время здесь была попытка открыть музей воды. Работал он в зимнее время, экспонировались работы из замерзшего льда. Ну, в общем-то, у нас плотины, я думаю, остались куча всяких таких элементов. Типа мельниц, колес, задвижек, каких-нибудь затворов, которые можно было здесь выставить. Да, тоже идея хорошая, мне нравится. Все, в общем, если нам это помогут, мы как-нибудь за это возьмемся. Ура! Ижевский арсенал – это главное оружейное хранилище. Сюда оружие привозилось, здесь оно обслуживалось, по мере надобности чистилось и уже отправлялось на Каму. Было построено ижевским архитектором Семеном Емельяновичем Дудиным в 1823-1827 годах. В стиле русского классицизма. Здесь даже цвета использованы петербургские: белый, желтый и зеленый. Вся эта территория, она является началом нашей эспланады, которая продолжается до набережной.
И никаких сооружений здесь не было. Здесь было все на прострел, потому что это был главный стратегический объект, который был построен на окраине города 19 века. Для меня это место всегда являлось, не знаю, сердцем, наверное, города, это здание. И это местом силы. И я не удивляюсь, почему вокруг столько государственных зданий и государственных учреждений, потому что это самое красивое место. Здесь приятно находиться, здесь как-то спокойно. Мы находимся вроде бы на Пушкинской. Вот. В самом центре, да. В самом центре, но здесь тихо, спокойно. И да, это, наверное, мое самое такое тихое, любимое и спокойное место. Напоминает Питер. Действительно, очень походит. Прям отголосок. Ну что ж, спасибо большое за интересную экскурсию. Вот, рад видеть людей, которые любят этот город, знают про него, рассказывают про него. Я в течение съемок фильмов про Удмуртию познакомился со многими краеведами. Вот. Но вы все друг друга знаете, их на самом деле не так много, и я рад общаться с вами. И благодаря вам я узнал, сколько всего было интересного в городе. То есть большинство наших жителей города считают, что истории здесь никакой не было. Город был оружейный, тихий, спокойный. Может быть, там во время революции и во время Великой Отечественной войны что-то происходило. Но когда зайдешь вглубь, узнаешь, как жили люди, какие народности, кочевые, какие тут страсти кипели, начинаешь удивляться и понимаешь, что место непростое. Совершенно верно. Города надо раскрывать, и Ижевск не исключение. Только пройдя по его улицам, познакомившись с каждым историческим уголком, начинаешь видеть его совершенно иначе, по-другому, и раскрываешь душу этого прекрасного города. Но я, в свою очередь, был очень рад познакомить и рассказать об Ижевске больше. Спасибо большое. Спасибо.